Именно здесь, 30 лет назад, по адресу город Уфа, улица Октябрьской революции, 3А, родился Башкирский государственный педагогический институт. Наш институт. По-моему, в этом здании прежде был институт Мечникова. Еще как был. Помню, первое время учебный процесс то и дело нарушали. Кто бы вы думали? Трудно сказать, но, очевидно, студенты. Настоящие мыши. К счастью, в основном белого цвета. Живое наследство научно-исследовательского института. Ну, теперь понятно, почему нашему институту все-таки везло эти 30 лет. Мыши-то были белые. Представляете? Здесь располагался весь институт целиком. Все его первые факультеты. Филологический, иностранных языков и физико-математический. А сейчас это добротное здание занимают одни филологи. Правда, разделившиеся недавно на два факультета – филологический и факультет башкирской филологии. За 30 лет своего существования филологический факультет пережил своеобразную эволюцию. Во-первых, наряду с заезжими варягами появились свои собственные доктора наук и даже академики. Во-вторых, в последние годы появилась возможность сделать преподавание литературы школой духовности и постижения культуры родных народов. До сих пор отечественная наука и образование во многом базируются на европейских ценностях. Но мир многолик, и кроме европейской цивилизации существуют древние и богатые культуры других регионов. К одной из них относится культура башкирского народа. Если вы помните, факультет башкирской филологии образовался в 1992 году. Башфак пока молод, только набирает темп. Но кто знает, может быть, из этих вот студентов вырастет новый Шайхзада Бабич и Заки Валиди. Наш институт, как многие российские вузы, по праву гордится высоким уровнем преподавания естественных наук. Большая заслуга в этом принадлежит нынешнему ректору, профессору Эдуарду Шайхуловичу Хамитову. Несмотря на большую занятость административной работой, он считается одним из ярких преподавателей физики, лекции которого заслуженно пользуются успехом у многих поколений студентов. Несколько в стороне от главной институтской площади находится учебный корпус исторического факультета. Но это не мешает его преподавателям и студентам быть в гуще институтских дел. Называется факультет историческим, но несмотря на это, он идет в ногу со временем. И это не дежурная фраза. Здесь часто проводятся политические дискуссии, конференции по актуальным проблемам истории и современности. Всем известно значение, которое занимает в нашей жизни средства массовой информации. Одним из первых в нашем городе приступил к серьезному изучению этой очень важной, увы, не сиюминутной проблемы исторический факультет. На своей научно-практической конференции «Средства массовой информации и общественное сознание россиян» студенты-историки показали большую гражданскую зрелость и глубокий научный уровень.
Отрадно отметить, что и во внеучебное время студенты факультета стремятся постичь прошлое своего Отечества. Пример тому – спектакль по роману Владимира Максимова «Звезда адмирала Колчака». В самом новом учебном корпусе размещаются факультеты иностранных языков и педагогики и психологии. В последние годы факультет иностранных языков стал законодателем оригинальных идей и мероприятий. Именно им принадлежит идея возрождения в институте КВН. Они вызвали на поединок сборную института и убедительно выиграли этот бой. Одной из причин этой победы явился опыт студенческого самоуправления, развивающий у студентов инициативу и самостоятельность. А это студенческий деканат инфака. Работа факультета позволяет подкреплять теорию практикой. Многие преподаватели и студенты, наряду с традиционной школьной практикой, в последние годы стали выезжать на музейную стажировку в страны изучаемого языка. Факультет педагогики и психологии был образован в 1995 году на базе факультетов начальной и дошкольной педагогики. Преобразования привели к объединению таких важнейших разделов профессионального становления, как педагогика и психология. Основная задача при создании нового образования состоит в том, чтобы осуществить переход от школы памяти к школе мышления и действия. Нет, наверное, на свете людей, не любивших в детстве рисовать. У кого-то это со временем проходит, но для многих детские увлечения становятся смыслом жизни. Наш художественно-графический факультет является тем факультетом, где можно осуществить свои мечты, стать художником, художником-педагогом. В этом будущим профессионалам большую помощь оказывают квалифицированные кадры, многие из которых наши выпускники. Факультет готовит специалистов не только для учреждения народного образования, но и для работы в различных областях народного хозяйства, культуры, искусства. Культура человека включает в себя и физическую культуру. Будущих учителей, призванных воспитывать эти качества, готовит факультет физической культуры. Недавно состоялся первый выпуск этого факультета, но уже некоторые его студенты стали известными не только в нашем городе, республике, но и в мире. Как известно, студенческие годы – лучшие годы в жизни человека. Их трудно представить без досуга, а сделать его насыщенным, ярким, интересным помогает работа факультета дополнительных педагогических профессий и студенческого клуба. Многие студенты нашли здесь реализацию своим творческим способностям, а для некоторых студенческие увлечения переросли в серьезную специализацию, вторую профессию. Невозможно представить наш институт без библиотеки. Как говорил академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, институтов, научных учреждений, но если библиотеки есть, если они не горят, не заливаются водой, имеют помещения, оснащены современной техникой, возглавляются не случайными людьми, а профессионалами, культура не погибнет в такой стране. Не каждое высшее учебное заведение может похвастаться наличием у себя собственной аспирантуры. В нашем институте она существует с 1990 года и готовит специалистам по 23 направлениям науки. В юбилейный для института год в нем открыта докторантура по педагогике. Эдуард Шахович, я предлагаю вам вернуться на 30 лет назад, в сентябрь 1967 года, в год и день рождения нашего института. Почему назрела необходимость открытия нашего педагогического института? Ведь жили и работали Бирский педагогический институт, Стерлитамакский,
Выпускники университета нашего тоже в основном идут в школы. И все-таки в сентябре 1967 года открыт новый государственный педагогический институт. Да, это действительно так. В 1957 году Башкирский педагогический институт имени Тимирязева был реорганизован в Башкирский государственный университет. За эти годы, естественно, социальная ориентация выпускника университета, воспитанника университета отличается несколько от ориентации выпускника педвуза. Это первое. Второе, в эти годы как раз увеличилось количество школ, и потребность в специалистах настолько сильно выросла, что обеспеченность учительскими кадрами с высшим образованием в школах нашей республики занимала одно из последних мест в России. И поэтому через 10 лет после реорганизации пединститута в университет пришлось открыть новый институт на новом месте с новыми задачами. Что же касается тех двух институтов, они полностью не обеспечивали потребности нашей республики в специалистах образовательной сферы. У нас в институте уже стало доброй традицией выпускать специалистов широкого профиля. То есть не ограничиваться получением диплома определенного факультета, а такой двойной профессионализм вот уже много лет. В чем необходимость вот подобной практики, Эдуард Шайхулович? Пожалуй, здесь два смысла. Первый из них заключается в особенностях образовательной сферы нашей республики. Наша республика в России занимает одно из первых мест по количеству малокомплектных школ. И в этих условиях, конечно, учителю приходится осваивать и параллельные специальности, вести несколько предметов и так далее. Это вот одна сторона дела. Вторая, она вытекает из концепции нашего вуза. Мы считаем, что учитель должен быть широко образованным человеком, с широким кругозором, а этого легче можно добиваться, если вот специальности будут расширены, и людей мы будем готовить по нескольким специальностям. Эдуард Шайхулович, как известно, суть нашей профессии, суть учительской профессии в наших учениках. Сколько их за 30 лет выпустили мы? Кто они? Кем работают? Чем радует наш институт? Это самый приятный вопрос. Накануне юбилея мы можем отметить, что за эти годы институт выпустил более 20 тысяч учителей. Среди них великое множество уже общепризнанных авторитетов в образовательной сфере. Можно было бы назвать, наверное, половину районов нашей республики, где большинство учителей – это воспитанники нашего вуза. Кроме того, естественно, мы гордимся и выпускниками нашего института, которые продвинулись в своей профессиональной деятельности. Прежде всего, я мог бы сказать, что из числа выпускников сейчас остепененных людей более 50. Среди них и есть и доктора наук, есть министр образования. И с особой гордостью я могу сказать, что в настоящее время более 10 кафедр института возглавляются воспитанниками нашего вуза. Конечно, есть и специалисты, которые находятся рядом с образовательной сферой, но показали свои организаторские таланты. К их числу могу отнести, скажем, главу администрации Буздяковского района Рената Шарипова. И можно было бы назвать еще около 2 десятков заведующих РАНО, более 200 директоров школ. Вот таковы наши воспитанники. И, конечно, у нашего коллектива есть все основания испытывать чувство гордости за своих воспитанников. И последний вопрос, Эдуард Шайхулович. Пусть традиционный, но без него никак нельзя. 30 лет для вуза – это
вроде бы срок и не совсем срок. Наши планы, наши перспективы, наше будущее. Я должен сказать, что наш вуз относится к числу самых динамичных вузов России, а тогда еще и Советского Союза. Этот динамизм, конечно, был обеспечен широкой, надлежащей поддержкой республики. И мы действительно ощущали постоянно поддержку республики, руководство республики в развитии нашего вуза. Если попытаться обобщенно сказать о наших перспективах, это действительно сложная задача подготовки учителя 21 века, и мы очень серьезно подготовились к тому, чтобы изменить свой статус. И это не просто смена вывески, и действительно качественно мы подошли к университетскому уровню. Наша перспектива – это педагогический университет. Залог тому не только высокий уровень учебно-воспитательного процесса, это и приличная аспирантура, это и докторантура, это и советы по защите диссертаций и так далее. Поэтому мы очень напряженно работаем над тем, чтобы все наши критерии подошли вот к статусу педагогического университета. Я думаю, в этом наша перспектива. Спасибо, Эдуард Шайхуллович. В заключение я поздравляю вас с нашим юбилеем. Желаю доброго здоровья вам, нашему институту, коллегам. Спасибо. Я мог бы добавить, что эти же поздравления я хотел бы адресовать всем тем, кто работал и работает, и будет работать, и всем тем, кто закончил наш вуз и учится в нашем вузе, и еще и будут учиться. Всем большие поздравления. Что приходит